Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Марш Дуалива. Сегодня, 30 ноября 2020 года, мы находимся в книжном магазине Жанбокс. Я приветствую всех, кто сегодня нас смотрит. Очередной выпуск достаточно актуальный, связан с чеченским самоназванием Нохчи. Дело в том, что в последнее время, как мы все заметили, особый акцент в СМИ, и не только в СМИ, на чеченцев, да и с какой-то степени, с какой-то стати на чеченское самоназвание Нахчи. И уже мы слышим различные попытки связать это самоназвание с различными географическими определениями, вообще не имеющими никакого основания. Там кто-то пытается с аварского языка трактовать это самоназвание, кто-то еще как-то. И для того, чтобы поставить точку в этом вопросе, сегодня мы выступим с материалом, посвященным этой теме, в котором, во-первых, рассматриваются современные работы нынешних исследователей, которые свои труды посвятили вопросу чеченского самоназвания, его истории, этимологии, семантики. И, во второй части, после предисловия, зачитаем целый ряд, а точнее 60 источников времен царской России, времен постгражданской войны, то есть становления советской власти, и уже середины 20 века, для того, чтобы аудитория могла проследить преемственность между наукой 19 века и 20 века. И в заключение мы сможем с вами сделать обобщающие выводы. Я хочу подчеркнуть сразу, что для того, чтобы не допустить мысли о том, что сейчас какая-то политика заключается в нашей работе, мы говорили ранее, говорим и сейчас, существуют две республики, существует два народа, каждый со своим менталитетом, со своими особенностями, со своим отдельным путем. Мы ничего, согласно этой работе не пытаемся сказать в этой плоскости будущего и самоидентичности представителей двух республик, но между тем, для того, чтобы наконец поставить точку в спекуляциях, которые сегодня наблюдаются, мы зачитаем источники, как это делали прежде, ссылаясь на них, на реальные источники, которые покажут, что спекуляции сегодня наблюдаемые, они не имеют никакого основания. Прежде всего надо сказать, что посвященные чеченскому самоназванию Нахчи целый ряд работ, в последнее время прекраснейшие работы, статьи, исследования, выпущенные такими известными учеными чеченскими, как Тамара Шавлаева, как Нурвади Альбеков, как Хасан Бакаев. Допустим, Шавлаева Тамара с точки зрения этнографии рассматривает чеченский этноним, показывая его изначально производственный характер. То есть в производственной сфере чеченцев этот термин употреблялся как отдельный нахч, как нахчдалар, и уже впоследствии он был перенесен на социальные процессы, то есть на социальную терминологию. С точки зрения лингвистики рассматривает этот термин опять же Нурвати Альбеков. Ранее в своих работах по сбору полевого материала этот термин был зафиксирован Русланом Бирсановым, который передал нам свой этнографический материал, когда он работал в ювелирной мастерской чеченских кузнецов. Он отметил значение этого слова, о котором мы ранее говорили, что нахчдакар – это процесс селекции, который термин этот употреблялся и в ювелирном промысле. И Хасан Бакаев замечательную, беспрецедентную работу провел в своей брошюре, посвященной этнониму Нахчи, рассматривая в первую очередь исторический, а затем лингвистический аспект названия чеченцев Нахчи. И, замечательный объемный труд выпустил Сейд Хамзат Нунуев, так и называется Нохчил, то есть это уже кодекс, основанный на самоназвании чеченцев. Также великолепную работу выпустил ныне покойный Сейд Мамад Хасиев, тоже Нохчила, чеченские традиции. И эти материалы мы все отмечаем. Сегодня у нас устное выступление, а вообще материал передается на научную публикацию, то есть все нюансы и тонкости со ссылками, источниками там будут обозначены. А сегодня мы акцентируем внимание именно на цитатах, которые нас интересуют. Еще раз отмечу, что состоялся в Грозном
первый Нахский конгресс, впредь, я полагаю, он будет называться Нахчийским конгрессом, на котором, значит, собравшиеся представители, и в том числе Академия наук Чеченской Республики, выпустили резолюцию, и согласно этой резолюции впредь предлагается настойчиво, поскольку это более объективно и обоснованно, это вообще имеет под собой основу, в отличие от других терминов, предлагается ввести, вернее, вернуть термин «нахчи» или «нахчийский» для обозначения, для научной литературы, для обозначения нахчийского, вернее, для обозначения чечено-ингушо-бацпийской общности, поскольку этот термин до того, как в конце 20-х годов 20 века с подачи Заурбека Мальсагова и, значит, профессора Яковлева, до того, как был введен искусственный термин «нахский» или «войнахский», только это понятие, мы в этом убедимся, существовало. То есть «нахчи» и «нахчийский». Еще раз отмечу, что Нурвади Альбеков в своих исследованиях показывает, что вот этот вот искусственно введенный термин «нахский», если перевести его, значит, с чеченского языка на русский, то это звучит следующим образом. Нахские языки и нахские народы звучит как «неха метнаш, неха амнаш». Буквально в таком случае мы переводим это с чеченского на русский язык: чужие народы, чужие языки. То есть это получается несуразная нелепица, не имеющая никакой логики, и тем самым мы еще раз убеждаемся в том, что эти термины искусственные и абсолютно не нужны. И теперь, приступая непосредственно к нашим цитатам, я хочу еще раз, чтобы вы акцентировали внимание на том, что речь идет об источниках 19 и 20 века. Мы будем называть датировки, мы будем называть авторов, а для тех, кто не доверяет нам, значит, научные публикации будут полностью приведены все источники, как и полагается, согласно установкам источниковедения. То есть это издание, это город, это издательство, это количество страниц, ну и так далее, и так далее. Итак, мы начинаем. Я буду читать. В 1823 году Броневский пишет: они, имея в виду галгайцев, сами себя называют ламур, горный житель, а соседей своих чеченцев зовут началь. Имеется в виду нахчи. Значит, это издание 1923 года, 161 страница. Значит, здесь акцентируем внимание на том, что термин ламур, как обозначение территориального проживания, значит, людей в горах, то есть буквально означает горцы, и употребляется как не этнический термин, а исключительно территориальный термин. То есть и сегодня чеченцы говорят ламрой или вахарнах, но при этом они все остаются и продолжают быть нохчи или нахчи. Значит, следующий источник, Титов, сообщает в 1837 году, цитата: «Эти тоны тоже, что проворный нахчи, когда он несется на легком коне по благоуханной долине Аргуна или Гудермеса», конец цитаты. А также, цитата, «чеченцы сами себя называют нахчи», конец цитаты. Екин в своей чеченской повести констатирует, что чеченец, цитата, называет себя нохчустег, то есть нохчистег, конец цитаты. Значит, барон Сталь, 1849 год, в своем этнографическом отчете чеченского народа пишет, цитата: «К востоку от Осетин живет чеченский народ Нахче и занимает все Подгорье между Верхним Тереком, Аргуном и Сулаком, у выхода этой реки из гор на плоскость. Главные отрасли этого народа суть: первое – ингуши, второе – назрановцы и далее карабулаки, кистинцы, малочеченцы, великочеченцы, нагорные чеченцы, живущие по Аргуну и разделяющиеся на множество малых обществ, ичкеринцы и ауховцы. Часть ингушей, карабулаков, кистинцев и назрановцев покорны нам. Все же остальные отрасли чеченского народа ведут с нами упорную войну и признают над собой вместе с лезгинами власть имама Шамиля». Здесь, кстати говоря, конец цитаты, одна из причин вот этого современного разделения, да, то есть постфактум. Лояльные, значит, царской России народы обосновались и сегодня носят другое самоназвание. Это отразилось и на их психологии, на их мировоззрении и так далее. Но главная основа вот этого разделения, сегодня существующего по письменным источникам, это отношение к антиколониальной борьбе. За или против.
Далее, Милютин в 1850 году, описывая военные действия 1839 года, сообщает, цитата, «К стороне Терека живут нахчи, известные у нас под именем чеченцев». Конец цитаты. В военном энциклопедическом лексиконе от 1854 года читаем, цитата, «Со стороны Терека, за Сунжи, леса чеченской полосы, а за ними и горы населены большей частью враждебными нам чеченцами, в скобках Меджиги или Нахчи», конец цитаты. Бирже в 1859 году, составивший один из лучших трудов по истории и этнографии чеченцев, сообщает следующее, цитата, «Самим чеченцам оно совершенно неизвестно, название чеченцев. Они сами себя называют Нахче, то есть народ. И это относится до всего народа, говорящего на чеченском языке и его наречиях. Упомянутые же названия им были даны или от аулов, как Цори, Цоры, Галгай, Галгай, Шатой, Шотой и другие, или от рек и гор, как Мечиковцы, Мечик, и Качкалыковцы, Гачалгойдов. Конец цитаты. Зиссерман, 1860 год, также осведомленный о положении дел на Восточном Кавказе, пишет, цитата, «Принадлежа по языку и некоторым коренным обычаям к большой семье племени Нахче, чеченцы, галашевцы, пользуясь труднодоступной местностью, упорно отстаивали свою непокорность и несколько раз изменяли своей клятве, данные под влиянием проникавших к ним штыков». То есть имеется в виду присяга, но это субъективный взгляд пишущего рапорт. Значит, конец цитаты. Далее, Романовский, 1860 год, отмечает в своих лекциях, цитата, «Племена неизвестной расы, или даже неизвестных рас, в которых, однако, нельзя отвергнуть присутствие основного финского, или лучше сказать, урало-алтайского элемента», двоеточие, перечисление далее, адыге, черкесы, нахче, чеченцы, убыхи, абхазцы и лезгины, конец цитаты. А также, цитата, «Далее к востоку, в бассейне реки Сунжи и на северном склоне Андийского хребта живут чеченцы или нахче. Этот народ всегда составлял республику вполне демократическую и отличался своей страстью к хищничеству и необузданной свободой. В первый раз он вполне подчинился власти только в лице Шамиля. Удаль и ловкость чеченцев в последнее время приобрела всеобщую известность. Чеченцы исповедуют магометанскую веру, но фанатизма в них всегда замечалось менее, чем у жителей Дагестана. Испытав над собой власть имама, чеченцы большей частью с радостью и, можно думать, искренне перешли ныне под владычество России». Конец цитаты. И далее. И, значит, все эти сведения, зачем мы акцентируем внимание на том, что под этнонимом Нахче подразумеваются в первую очередь чеченцы, поскольку вот всех остальных вот спекулятивных каких-то игр словами пытаются даже утверждать, что Нахче это не самоназвание чеченцев, а самоназвание других племен, которые, собственно, пытаются убедить чеченцев, что их в помине-то до 18 века не было. Чеченцы жили в реке Аргун, на восток жили дагестанцы, а на запад ингуши. Надеждин, 1869 год. Подробно перечисляет общества, именуемые совокупно нахчиями. Цитата. «Чеченское племя составляет, так сказать, ядро, тип большей части горного населения, занимающего страну, усеянную, кроме северной части, высокими горами, покрытыми густым вековым лесом, изрытую пропастями и оврагами, страну, которая известна под общим названием Чечни. Племена, населяющие Чечню, известны под следующими названиями: назрановцы, карабулаки, галашевцы, джейрахи, кисты, галгаевцы, царинцы, акинцы, пшхой или шопоши, это пешхой, ичкеринцы, качкалыки, мечиковцы, ауховцы, чеченцы терские, чеченцы сунжинские, чеченцы брагунские. В строгом же смысле деление это не имеет основания. Самим чеченцам оно совершенно неизвестно. Они сами себя называют нахче, то есть народ, не пещерники. И это относится до всего народа, говорящего на чеченском языке и его наречиях. Конец цитаты.
Дубровин, 1871 год, в своей «Истории войны» пишет, цитата, «Верховье восточного истока реки Асы занято аулами цоринцев, то есть цоры, а по обоим берегам реки Асы и по реке Ресунжи между галгаевцами и дальними кистами верховьев реки Гихи притока Сунжи расположены аулы Ако или Акинцев. За акинцами следуют мелиджинцы, расселившиеся по ущельям реки Фортанги, Пшехой или Шапоши, то есть Пешхой, живущие около истоков реки Мартан, Шубузы или Шатой по реке Аргуну, Шаро или Киалал по верховью Шару Аргуна, Джан-Бутри и Чеберлой или Тат-Бутри по реке Аргуну, то есть Чеберлой. Наконец, следует упомянуть о терекских или брагунских чеченцах, живущих на правом берегу реки Терека при впадении в него Сунжи. Все эти наименования и разделение чеченского племени на множество отдельных поколений, как я сказал, сделаны русскими и в строгом смысле, как неизвестные совершенно туземцам, не имеют никакого значения. Чеченцы сами себя называют Нахче, то есть народ, и название это относится одинаково до всех племен и поколений, говорящих на чеченском языке и его наречиях. Конец цитаты. Лаудаев, 1872 год, которого часто любят цитировать, только частично, опуская вот эти вот цитаты, говорит следующее, цитирую. Чеченцы сами себя называют Нахчой, кумыки зовут их Мичикиш, тавлинцы Буртель, кабардинцы Шашан, а русские чеченцами. Конец цитаты. А также, цитирую, шатоевцы и назрановцы неохотно зовут себя Нахчоями, что происходит от их прежних враждебных отношений к чеченцам. Как мы и сказали, лояльность, то есть согласие или несогласие с антиколониальной борьбой, то есть позиция политическая. И далее. Но при излиянии сердечных чувств, при встречах, в гостях, на пути и прочем, они всегда изъявляют свою единоплеменность, выражаясь: «Мы общие братья, вейт хавежели дети», или «Мы одинаковые нахчой», «Вейт ханахчой ду». Конец цитаты. Риттих, 1875 год, дополняя свои сведения статистическими данными по демографии, пишет, цитата, «Сами себя, они, чеченцы, называют Нахче и состоят из множества обществ. Кистов на западе, назрановцев на севере, карабулаков и так далее. К ним же следует отнести население Ичкерии в числе 28 аулов с 12 тысячами душ обоего пола, которые перешли из Чечни движением вверх по рекам. Последние называют себя Нашахе, имеется в виду выходцы из области Нашха». Конец цитаты. Подканов, 1877 год, рассматривая перевод армянской географии, датируемой им 7 веком нашей эры, отмечает, цитата, «Нахчаматьянг. Окончание янг у армян этническое, остается имя Нахче. В таком виде мы встречаем это имя у чеченцев, которые и до сих пор называют себя Нахче, то есть народ». Конец цитаты. Упомянутый ранее Зиссерман 1879 года издания во второй части своего исторического очерка описывает пространство по правому берегу Терека. Цитата. «Вся эта долина до правого берега реки Терека заселена ингушами, назрановцами, галашевцами, карабулаками и чеченцами, принадлежащими по языку и обычаям с незначительными различиями и оттенками к одному чеченскому племени Нахче». Конец цитаты. В русском энциклопедическом словаре 1879 года читаем: «Чеченцы сами себя называют Нахче, то есть народ». И это относится до всего народа, говорящего на чеченском языке и его наречиях. Но слова Мичикиш и Нахче понятны только кумыкам, кабардинцам и чеченцам. За исключением же их неизвестны на Кавказе и в остальной России, а тем менее в Западной Европе. Конец цитаты. В другом труде «Народа России. Чеченцы в Лапаре» 1880 года издания сообщается, цитата, «По соседству с осетинами и на восток от них поселилось чеченское племя. Чеченцы называют себя Нахче, то есть народ. И название это относится одинаково до всех племен и поколений, говорящих на чеченском языке и его наречиях». Конец цитаты. В живописном альбоме о народах России того же 1880 года читаем, цитата,
По соседству с осетинами и на восток от них поселилось чеченское племя. Чеченцы называют себя Нахче, то есть народ, и название это относится одинаково до всех племен и поколений, говорящих на чеченском языке и его наречиях. Конец цитаты. Выдающийся исследователь, лингвист, этнограф барон Услар констатирует, цитата, «Мисджегами называют чеченцев соседи их кумыки по имени реки Мичик. Название это не есть общее для всех чеченцев и неупотребительно между ними. Самих себя чеченцы называют Нахче. Правда, что тушины, они же бацуи, принадлежат также к племени Нахче, что доказывается грамматическим строением их языка, но они, подчинившись грузинскому влиянию, совершенно переродились и утратили чеченский характер». Конец цитаты. Отмечу, что мы в нашей монографии Мехкдей указали на то, что вследствие исламизации, окончательной исламизации, полной исламизации чеченской страны или Диасты в ходе проповеднической деятельности Берс-шейха, некоторая часть от этого процесса отпала, в том числе тушины. Поскольку они сохранили христианское вероисповедание в своем большинстве, а производилось это значит, на грузинском языке, то есть это грузинская православная церковь, произошла лингвистическая, культурная и последующим полная ассимиляция, значит, этого общества. Значит, в изданных в промежутке между 1881 и 1885 годами актах Кавказской археографической комиссии, 9 том, а в рапорте генерал-лейтенанта Физе генералу Головину от 23 июня 1838 года сообщается, цитата, «Кроме сего корня возмущения, есть еще другой, в непокорной части земли ичкерийцев или в так называемом Нахчуо, где Биной – главная деревня». Конец цитаты. В энциклопедическом всенаучном словаре 1882 год издания читаем, цитата, «По преданиям известно, что народ этот лет 200 тому назад вышел из гор и занял прежде необитаемые и покрытые дремучими лесами плоскости Большой и Малой Чечни земли». Название Нахче, присваиваемое чеченцами, относится ими ко всему народу, говорящему на их наречии. Конец цитаты. В другом энциклопедическом источнике 83-го уже года военных и морских наук также упоминается, цитата, «поколение племени Нахче, чеченское», в скобках. Конец цитаты. В издании «Живописная Россия» 1983 года говорится, цитата, «Они сами себя называют Нахчуй, в единственном числе Нахчуо, то есть народ, и это относится до всего народа, говорящего на чеченском языке». Конец цитаты. Семенов, 1885 год. Издание в своем словаре констатирует о чеченцах, цитата, «Сами чеченцы называют Нахче или Нахчуо, то есть народ. Хотя чеченцы составляют один народ, говорящий одним языком, однако русские их подразделяют еще на несколько племен. Из них известны назрановцы, карабулаки, здесь написано кабулаки, это опечатка, галашевцы, джерахи, кисты, галгаевцы, цори, ако, пшехой, то есть пешхой, шубузы, то есть шотой, шаро, джанбутри, то есть нижние чеберлой, чаберлой, то есть чеберлой, ичкери, качкалыки, мичиковцы, аух, чеченцы терекские, чеченцы сунжинские и брагунские. Такое деление самим чеченцам неизвестно. Конец цитаты. Межов в своем библиографическом труде 85 года издания, 1800, упоминая один из трудов, сообщает, цитата, «В первой книге представляется орфографический, вернее орографический и гидрографические очерки Кавказа и этнографические сведения о чеченцах Нахче». Конец цитаты. Потто в одном из томов своего объемного труда «Кавказская война» 1987 года издания пишет, чеченцев, цитата, «чеченцев обыкновенно делят на множество групп или обществ, давая им имя от рек и гор, на которых они обитали, или от значительных аулов, обнаруживавших влияние на другие. Таковы алдинцы, атагинцы, назрановцы, карабулаки, джерахи,
галгаевцы, мечиковцы, качкалыковцы, ичкеринцы, ауховцы и прочие, и прочие. Но это разделение чеченского народа на множество отдельных родов сделано, однако же, русскими и в строгом смысле имеет значение только для них же. Туземцам оно совершенно неизвестно. Чеченцы сами себя называют нахче, то есть народ. И название это относится одинаково ко всем племенам и поколениям, говорящим на чеченском языке и его наречиях. Конец цитаты. Упомянутый нами Услар в 1888 году в своей работе, посвященной этнографии Кавказа и чеченскому языкознанию, пишет, цитата: «Предлагаемая азбука составлена для языка народа, который сам себя называет Нахчуй или Нахчий, Нахчо в единственном числе, а у нас известен под именем чеченцев и частью кистов». Это грузины так называли чеченцев. Язык нахчи дробится на множество наречий, которые возникли частью по уединенному положению некоторых обществ. Конец цитаты. Вайденбаум в «Путеводителе по Кавказу», тоже 1988 года издания, сообщает, цитата: «Впоследствии, когда русские войска побывали за Тереком, появились названия чеченцев и кистов. Наконец, при более близком знакомстве с горцами восточной половины северного склона Кавказского хребта мы узнали о существовании галгаев, глигвов, хочу обратить внимание на раздельность понятий глигвов и галгаев, ингушей, карабулаков, назрановцев, ичкеринцев, ауховцев и многого множества других народов. После лингвистических исследований оказалось, что все они составляют одно племя или народ, который сами себя называет нахчи и у нас известен теперь под именем чеченцев». Конец цитаты. Ласкин 1889 года издания, также рассматривая упоминаемых в армянской географии нахчимасьянов, смело связывает их с чеченцами. Цитата: «К северо-западу и к северу от Дагестана находится Чечня. Из ее народцев географ VII века упоминает нахчаматьяны. Откинув армянскую прибавку, получим имя Нахче, которым себя до сих пор называют чеченцы и которое на их языке значит «народ». Известны ему кисты-людоеды. Кисты до сих пор чеченское племя». Конец цитаты. В 4 томе упомянутой ранее энциклопедии военных и морских наук 1989 года издания читаем, цитата: «Чеченцы делились на многие общества, именно мечиковцы, качкалыковцы, ичкеринцы, ауховцы, биноевцы, даргинцы, кисты, назрановцы или ингуши, шатоевцы, зандаковцы, галгаевцы, карабулаки, галашевцы, джераховцы, царанцы или цоры, ако или акинцы, пшехой или шопати, то есть пешхой, шаро или киалал, джанбутри, чаберлой или татбутри. Сами чеченцы называют себя нахче, то есть народ, и название это относится до всех племен, говорящих на чеченском языке». Конец цитаты. Другой источник – это настольный энциклопедический словарь 1891 года издания, утверждает, цитата: «Биноевцы – поколение племени Нахче на Кавказе». Конец цитаты. Интересные данные можно подчеркнуть из Кавказского толмача, значит, Старчевского, это 1891 года издания, в котором мы читаем, цитата: «Чеченец – Нахчуо, чеченцы – Нахчи, Чечня – Нахчуи Мохк». Конец цитаты. А также, цитата: «Чеченцы сами себя называют Нахчуй или Нахчи. Язык Нахчи дробится на множество наречий, которые образовались частью по уединенному положению некоторых обществ, частью под влиянием соседей осетин и кумыков». Конец цитаты. Во Всероссийском словаре толкователя 1893 года издания о чеченцах сообщается следующее, цитата: «Название Нахче, присваиваемое чеченцами, относится ими ко всему народу, говорящему на их наречии. Слово это древнее и стало известно не более 100 лет тому назад, и между тем, как слово Мичикиш и Нахче понятны только кумыкам, кабардинцам и чеченцам, а менее всего в Западной Европе. Происходит оно от аула Большой Чечень у подошвы горы Сюиркуарт, Чачани.
колыбелью чеченского народа считается Ичкерия, называемая у них Нахчимох, то есть место народа. Конец цитаты. Максимов 1893 года издания в своем содержательном, разнодисциплинарном очерке пишет, цитата, «Другое сказание, дополняя первое, называет предводителя выходцев, образовавших дружину, сына шаминского хана Нахчуо, по прозванию Турпола, богатыря. Имя предка Нахчуо сохранилось до сих пор. Чеченцы обозначают свою народность словом Нахча или Нахчо. Называть же их чеченцами стали впоследствии, и название это до сих пор не привилось среди народа». Конец цитаты. Семенов 1895 года издания, составитель интереснейшего этнографического сочинения в предисловии к чеченской рукописи, опубликованной им, пишет, цитата, «Известные мне устные чеченские предания, если только они не составляют вольного пересказа письменных, отличаются бледностью красок и несложностью содержания и главным образом вертятся около собственного имени народа – Нахчу или Нахчой. Дело в сущности заключается в следующем. Народное имя чеченцев Нахчу разбивается на два слова – Нах и Чу. Конец цитаты. Выдающийся этнограф Далгат 1895 года издания, проведший прекрасную работу по изучению этнографии нахчийского народа, сообщает следующие данные. Цитата. «Нахчу происходит. Нах – люди, народ, и Чу – изнутри, тут место. И значит место, обитаемое народом. А слово «нахчой» означает «самый народ». Это название очень часто применяют к себе и сами ингуши, и охотно может быть употребляемо как общее племенное название этого народа наряду со словом «чеченцы». Конец цитаты. Здесь хочу отметить еще раз. На это часто акцентирует внимание Хасан Бакаев в своих выступлениях. В конце 20-х годов, как нами уже было сказано, профессор Яковлев с подачи Заурбека Мальсагова искусственно ввели термин «нахский», несмотря на то, что вся этнография и письменные источники, о которых мы сейчас говорим, громко говорит нам и утверждает о том, что обобщающий термин, то есть название, этнический термин для вот этих вот племен, которые ныне разделились на два народа, это нахчи. Даже если мы употребляем в русской лексике, русской терминологии понятие чеченцы и ингуши, общее для них название это нахчи, нахчийские племена, нахчийский народ и так далее, а не нахские, которые достаточно странные метаморфозы проходят, когда переводятся с чеченского на русский язык. Он же, Далгат, обобщая свои сведения, заключает: о единстве, цитата, о единстве чеченского племени говорят и все писатели: Гюльденштедт, Клопрот, Потоцкий, Броневский, Шигрен, Лаудай, Ахриев, Фрейтаг, Дубровин, Бирже и другие. Последнее авторитетнейшее слово по этому вопросу сказано ныне покойным знатоком Кавказа Загурским в этнологической классификации кавказских народов. Он относит ингушей к чеченскому племени, входящему в восточно-горскую группу собственно кавказских народов. Но, несомненно, это слово могло быть сказано не ранее того, как знаменитый исследователь кавказских языков Услар установил научное отношение чеченского языка к другим кавказским языкам и, в частности, к ингушскому наречию, то есть ингушское наречие, а язык чеченский. Приведем подлинные слова этого ученого. Предлагаемая азбука составлена для языка народа, который сам себя назвал Нахчуй или Нахчи, в единственном числе Нахчо, а у нас называемо чеченцами или кистинами. Последнее название грузинское. Язык Нахчуй дробится на множество наречий, которые возникли частью по уединенному положению некоторых обществ, частью под влиянием языков соседних народов, осетин и в особенности кумыков. Конец цитаты. Еще одна цитата. По научной классификации академика Марра, чеченцы, ингуши и кисты по языку отнесены к чечено-дагестанской группе ефетитов. Конец цитаты. Обращаю ваше внимание, до вот этого мутанта нахско-дагестанские языки существовал термин, обобщающий чечено-ингушо-бацпийскую общность, как чечено-дагестанские языки. В 7 томе уже известной энциклопедии военных и морских наук утверждается, 1897 года издания, цитата, «Цоринцы, то есть цворой,
поколение племени Нахче. Конец цитаты. Раисов того же года издания в своем иллюстрированном путеводителе пишет, цитата: «Так, например, грузины сами себя называют картвели, чеченцы нахчи, черкесы адыге и тому подобное». Конец цитаты. В том же году Джанашвили цитирует грузинский источник, датируемый 1310 годом. Это известный манускрипт католикоса Ефимия. Цитата: «О вышеупомянутом святилище католикос Ефимия в одном древнем манускрипте сказано, что он, обозревая свою паству, видел храмы в Анцухе, значит, многоточие, церковь народа Хонзи, народа Нахче, Тушетии, многоточие. И этот блаженный Ефимий приказал курмовскому архиепископу и предстателю всего Нагорья, Квириле Данаури, по всем вышеозначенным церквам послать по Евангелию». Конец цитаты. Это 1310 год. Желяховская, 97 года издания, в своем художественном произведении сочиняет, цитата: «Как Асланбек поехал в гости к племени Нахче и в сноске чеченцы». Конец цитаты. Арутюнов в 1898 году констатировал, цитата: «Но это подразделение было сделано только русскими и не было известно туземцам. Сами же чеченцы называли себя Нахче, то есть народ. Название чеченцы дано им русскими по имени большого аула Чечень». Конец цитаты. Наконец мы подошли к концу XIX века по списку цитируемых нами источников и переходим. Все еще царские источники, но уже начало XX века. Так вот, источники 20 века нисколько не отличаются от своих предшественников по содержанию. Так, в сборнике «Весь Кавказ» 1903 года издания мы читаем, цитата: «Все чеченцы именуют себя Нахчой или Нахчи, от чеченского же слова «нах» – народ, люди. Чеченцев разделяют обыкновенно на горных и плоскостных, вот то, что мы говорили, Ламрой и Огарнах. Кажется, что они говорят различными наречиями. Те из них, которые занимают верховье Ассы и Аргуни, чеченцы, Ассы и Аргуни, называются обыкновенно заимствованным у грузин именем Кистов или Кистинов. Обитатели ущелья Камбелейки, Сунжи и Асы обозначаются также именем ингушей, галгаевцев или галашевцев. Часть их, переселившаяся на плоскость, называется назрановцами. Все эти подразделения, или как их иногда называют народы, говорят одним и тем же чеченским языком, который был специально исследован бароном Услером». Конец цитаты. В знаменитом энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона от 1903 года буквально утверждается следующая цитата: «Кроме, собственно, чеченцев в Грозненском округе, делящихся на несколько разноименных племен, к ним причисляются кисты по ущельям Макалдона, то есть Армахи и Аргуна, ингуши, галгаи, карабулаки по Асси и Сунже, самое враждебное нам племя, целиком выселившееся в Турцию, и ичкеринцы в Веденском округе. Всех чеченцев, не считая ингушей, числилось в 1887 году 195 тысяч. Название чеченцы ведет свое начало от названия аула Большой Чечень на Аргуни. Сами чеченцы называют себя Нахчой, люди, народ. Ближайшие соседи называют чеченцев мисджегами, лизгинцы и кумуки, кистами, грузины. Конец цитаты. Каспарев в 1904 году пишет: «Чеченцы сами себя называют нахчойцы, нахче, что значит народ. Лезгины и кумыки называют их мисджегами, грузины кистами. Чеченцы же их, как уже сказано выше, называют только русские. В недавнем историческом прошлом Чечни наиболее выдающимися были албинцы, это алдинцы, атагинцы, ауховцы, назрановцы, карабулаки, джерахи, галгаи, мечиковцы, качкалыковцы и ичкеринцы. Сюда же присоединяют и ингушей. Большинство этих названий дано чеченцам, уже русскими, и самим им неизвестно». Конец цитаты. Александров
1905 года издание сообщает, цитата, «В то время, когда все окружающие осетин племена только угнетали осетин и разбивали их, чеченцы, называющие сами себя нарче, то есть народ, явившись лет 200 тому назад на плоскость между Тереком и Сунжей, заняли дремучие непроходимые леса до такой степени никем не обитаемые, что на них сбегались взглянуть зайцы и олени, не видавшие никогда человека». Конец цитаты. Отмечу, что речь идет о 17 веке, речь идет о возобновлении чеченского присутствия на плоскости после десятилетней оккупации ее калмыками Хо-Орлюка. Значит, Гацок в 1907 году пишет, цитата, «Чеченцы зовут себя Нахче, что значит на их языке народ». Конец цитаты. Известный исследователь Дир, перечисляя названия кавказских племен, констатирует, цитата, «Сами себя чеченцы называют Нахчо, множественное Нахчуй, Нахчи. Я считаю это сложным словом, состоящим из Нах, народ, и Чо, что встречается и в дагестанских языках». Конец цитаты. В сборнике «Народы земли» 1909 года издания в описании чеченских областей читаем, цитата, «Чечня, многоточие, была населена многочисленными племенами и родами чеченцев, получивших это название от терских казаков по имени разоренного впоследствии многолюдного аула чечен. Сами себя они называют нахчи, то есть люди, народа, и представляют, вероятно, потомков древних гелов, за которых так зацепились наши соседи, но что намекает название некоторых племен Галгаи, Галашеви и аулов Гели, Морели, Гелдиген и прочие. Чеченцы или нахчи говорят на своем особом языке, не имеющем никакого сходства с языками соседей, кроме разве с наречиями лезгин, аварцев и кюринцев. Конец цитаты. В материалах по истории русско-турецкой войны 1877-78 годов, изданных в 1810 году, сообщается следующее, цитата. «Остальные общества, населяющие Чечню, получили название от русских по именам аулов, гор и рек, вблизи которых находились их поселения. Сами же чеченцы вовсе не знают таких подразделений и называют себя одним именем Нахче, Нахчуй, то есть народ, подразумевая под этим именем все племена, говорящие на чеченском языке и его наречии». Конец цитаты. В том же году издается один из лучших трудов по истории и этнографии чеченцев. Это работа, составленная Иваненковым. Значит, «Горные чеченцы» называется. В нем автор пишет, цитата, «Все племя чеченцев, или по местному названию Нахчи, часть которого заселяет исследуемый район и по настоящему количеству населения 205 тысяч душ, а с родственными им ингушами 255 тысяч душ обоего пола, и по занимаемой им территории незначительное племя в сравнении с другими коренными племенами Кавказа». Конец цитаты. Ткачев в 1910 году в работе, посвященной чеченцам и ингушам, констатирует, «Чеченцы, ауховцы, ичкеринцы, назрановцы, карабулаки, кистины и мелхинцы в сущности составляют одно племя, один народ, Нахче». Конец цитаты. Березина, 1912 год, издание. Читаем. «Особенно надо это сказать про чеченцев, или нахче, так они называют себя». Конец цитаты. В Кавказском календаре на 1917 год, 1916 года издания говорится, цитата, «Сами чеченцы называют себя нахчой или нахчи, от чеченского слова нах, люди». Конец цитаты. Итак, мы переходим уже к советским трудам, тоже первой половины 19 века, это события после гражданской войны. Значит, и эти советские издания демонстрируют нам ту же картину, что и источники царской России. Вот Посынков 1924 года издание пишет, цитата, «Чеченцы дробятся на грозненских чеченцев, хасавюртовских ауховцев, ичкеринцев, горских чеченцев, так называемых кисти, чеберлы, гулгай», догадайтесь, кто это, зумсой и ингушей, этнически несколько обособленных. Сами чеченцы себя называют нахчи, то есть попросту народ. Конец цитаты. В словаре Института Граната от 1925 года читаем, цитата, «Чеченская народность заключает в себе несколько разноименных племен. Главнейшие из них ингуши или галгай, живущие в районе Владикавказа, и цово-тушины или бацпии, обитающие на северном склоне главного Кавказского хребта». Многоточие. Ближайшие соседи чеченцев, ближайшие соседи называют чеченцев миоджегами, лезгины и кумыки, или кистинами, грузины. Сами себя чеченцы именуют Нахчи или Нахчо. Это название происходит от урочища Нашах, место первоначального расселения чеченцев. Конец цитаты.
Янчевский, 1927 года издание, в труде, посвященном гражданской борьбе на Северном Кавказе, пишет, цитата, «Чеченцы населяют северный склон Андийского хребта до Сунжи. До 1840 года чеченская территория доходила до правого берега Терека. Чеченцы называют себя Нахчой или Нахчей. Народ, люди. Название чеченца появилось лишь в 17 веке и происходит от аула Чечан или Чечен». Конец цитаты. В немецком издании 1931 года, прошу обратить внимание, это Германия, значит, за авторством Иосифа Карста буквально сообщается следующее. Цитата. «Мы можем узнать разбросанные остатки этих укоренившихся племен в Каспийско-Кавказских чеченцах, чеченен, чье родовое имя, однако, Нахчо, множественное число Нахчуй, составное от чеченского нах, племя нации, нахи, мужчина-человек, вероятно, является сокращенной формой более древнего Йен-Нахчо, первым элементом которого является Йен, Янь, Инь, что означает по-китайски «человек». Конец цитаты. Ну и чтобы видеть, что и во вторую половину 20 века вся эта, значит, последовательность не прерывается, мы процитируем Мациева в работе, посвященной тиберлоевскому диалекту чеченского языка, который пишет, цитата, «Небезызвестно отметить, что все чеченцы, в том числе акинцы, кистины и тиберлоевцы, называют сами себя Нахчо, Нахчо, а выходцы из урочища Нашха называют себя Нашхо». Это имеется в виду как племя отдельное. Конец цитаты. Наконец, в 1973 году Волкова, известная своими трудами по истории и этнографии, значит, нахчийцев, сообщает, цитата, «Все население названных территорий в сознании самих чеченцев объединяется единым самоназванием Нохчо-Нохчи, единым чеченским языком Нохчимот и единством происхождения из Нашаха». Конец цитаты. И напоследок советский энциклопедический словарь 1983 года. Читаем. Чеченцы, самоназвание Нахчо. Народ Чечено-Ингушской СССР 611 400 человек. Всего в СССР 756 тысяч человек на 1979 год. Конец цитаты. Итак, все перечисленные источники не только констатируют тот факт, что термин «нахчи» является самоназванием чеченского народа и тех, которые ныне сами определились на западе и на юге, но что термин «нахчи», что этот термин, все эти источники свидетельствуют о его распространении и на ныне известные нахчийские общества, включая ингушское общество, то есть Соло-Тушины, то есть значит, галгайцы, то есть это некоторые страдающие сепаратизмом местечковым отдельные выходцы из небольших сел, которые сегодня разрослись несколько. И все они носили общее самоназвание нахчи. Ко мне часто обращались выходцы из, значит, арштхойцев, выходцы из, допустим, Тумгой, спрашивали, есть ли объективные источники, которые доказывают, что на протяжении всего, значит, времени обозримого, когда объективно исследуется этнография чеченцев 19-20 века, правда ли, что самоназвание всех перечисленных племен было Нахчи, и сегодня мы видим, что не только это объективная реальность по источникам, которые вы легко можете обнаружить, проверить это все, но и русские, понимая, что Нахчи это все-таки для них чужеродный термин, употребляли уже в конце концов, после того, как были проведены этнографические и лингвистические исследования, употребляли для обобщения термин, значит, чеченцы, для обобщения всех этих племен. И поскольку сегодня очень часто мы обнаруживаем спекуляции, часто я вижу эти спекуляции у выходцев с общества, не буду его называть, которое находится вот территориально на границе республик Ингушетии и Чеченской Республики, которые сегодня ведут такую явно одиозную, очень агрессивную политику сепаратистскую. Цитируют источники 19 века, в которых говорится, что вот, дескать, есть такой народ, допустим, Карабулаки, и отдельно народ чеченский упоминается, хотя мы здесь уже увидели, что это просто название областей. И вот апеллируя этим термином, вот здесь в Карабулаке названный народ, значит, это значит отдельно народ и национальность. Даже несмотря на то, что все эти источники нами были перечислены, чтобы немножко успокоить некоторых товарищей, мы процитируем буквально совсем немножко несколько цитат. Подполковник Муртузалибек Аксаевский в своем письме Гудовичу в 1806 году пишет, цитирую, «Когда по вашему повелению поехал я к чеченцам, тогда из деревни Шали,
4 человека отправились со мною к вашему сиятельству, и от вас они возвратились довольными. Многоточие. Они, 4 человека, от лица шалийского народа приехали ко мне. Конец цитаты. Вот мы обнаружили еще один народ отдельный, шалийский народ. Шейлухай Бушониш. То есть у нас выходцы из села Шейла, это народ отдельный. Значит, в предписании Гудовича генерала Булгакова 1607 года также читаем, цитата, «Чеченские народы, тут их оказалось много, совершенно вами наказаны и покорены». Конец цитаты. В обвещении, цитата, «старшинам и народу большой чеченской атаги», то есть Йох-Ата, у нас еще один народ, давайте их записывать, это же новое явление, перепись надо заново проводить в России. Это 1807 года издание. Вот граф Гудович в своем обвещении приводит список чеченских деревень, где обнаруживаем следующую цитату. Цитата, «всему атагинскому чеченскому народу». Еще один кам. Значит, тоже читаем в рапорте генерал-майора Ивелича, цитата, «всего атагинского народа», конец цитаты. Ну, пожалуйста. И атхой это кам, щелохой это кам, Арштхой, которые из села Арштхой расселились и основали несколько хуторов, и русские их называли карабулаками, это кам. Давайте поспорим, нет? Село Аршты есть или нет? Я полагаю, что это всем известно. В отношении Ртищева-Гурьева в 1914 году также сообщается о народах сельчан. В частности, вот я процитирую, по левому флангу Кавказской линии живущие за Тереком аксаевцы, андреевцы и прочие народы, то есть в Аксае, кто живет, село это народ, Андрей, Эндерей Аул, это народ, значит, и прочие народы, то есть Арштах народ, в Грозном народ, я тоже народ с Нажиюрта, мы нажиюртовцы, отдельная нация, значит, мы все народы. Вот так мы куда-нибудь до конечной станции дойдем. Наконец, во всеподданнейшем рапорте генерала Ермолов в 1818 году сообщает, цитата, «против левого фланга линии живут народы, именуемые чеченцы, аксаевцы, андреевцы и костюковцы». Конец цитаты. А что какой мы вывод делаем из этой и предыдущих цитат? А вывод следующий. Народы, которые подчинялись митрополии Чечен-Аул, или Чечена на чеченском, назывались эти общества чеченцы, которые подчинялись митрополии Дихи, мало чеченцы, а которые Чечен-Аула, больше чеченцы, которые были нами процитированы. Митрополией которых был Аксай, аксаевцы, народ. Андрей, Аул, андреевцы и Костек, костековцы. Это всего лишь территориальное административное деление, и люди, которые подчинялись этим митрополиям, назывались народы, потому что семантика, значение, смысл, нагрузка слова «народы» в рапортах 19 века имела совсем другое значение, нежели сейчас. Если сегодня народ – это этническая обособленная группа, то есть как имеющая амбиции на название нации, то тогда народ – это просто группа людей, объединенная какими-то территориальными административными границами. Вот на этом можно сказать, что все эти спекуляции можно завершить. Напоследок я хочу выразить огромную благодарность инициативной группе, которая собрала 60 источников, мы сегодня зачитали, значит, по этнониму Нахче. Это команда, которая по своей личной инициативе собрала все эти источники воедино и передала их нам, делегировав нам обязательство выступить сегодня вот с этим вот сообщением. Я хочу выразить огромную благодарность шейху Исаеву, Зауру Уциеву, Саиду Султану и Адаму Абдулханову. И хочу сказать, что эта инициатива исключительно ценная. Это огромная помощь для нас, для исследователей, потому что мы тратим много времени, средств для того, чтобы выдавать эту работу. Сегодня в условиях информационной войны такая помощь, она бесценна. Küçböhtan tamam sa'ahumasa elli wayna way dies chana ta dies chana gushtok. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.